В том, что у природы нет плохой погоды, жители Верхних Ачелуков давно усомнились. Из-за непогоды пострадали дома и фермы. Первое стихийное бедствие произошло 17 мая, второе более сильное в ночь на 22-е. Вот так теперь выглядит забор Фатимы Безиевой, вернее то, что от него осталось. Эту ночь, когда в регионе разыгралась сильная непогода, она запомнит надолго. Проснувшись от сильного шума и грохота, испугалась. Внучка у меня была с Плиевой. Маришка Хагатлана делалась. Том их был бы моцом грозных. Yok, мама, не пугайся, гой херчик сук. Когда немножко я посмотрела, я вижу, вот всего дома летят, все туда. Ой, а это что, Энхитерсон, с квартирем лучше. А когда я посмотрела, ни одного кирпича не было на заборе. Как будто вот помыли его и снесли. Я живу одна. С 1938 года рождения, первой группы инвалид. А у соседа бабушки снесло крышу от нового дома. Сослан Безиев планировал скоро переехать в этот дом, но, по всей видимости, с новосельем придется немного повременить. 92 квадрата. Если за электростолб будешь бежать, за карту бежишь, за Другим повезло еще меньше. Они остались без крова и первые дни были вынуждены ночевать в машинах. Видя, в какой сложной ситуации оказались жители Верхних Ачелуков, главой Ингушетии было дано поручение создать спецкомиссию по этому вопросу. Необходимые деньги будут выделены из Фонда национального развития региона. В целом, сама ситуация не подпадала под критерии чрезвычайной ситуации. Если бы ситуация по критериям подходила бы под чрезвычайную ситуацию, мы в районе объявили чрезвычайную ситуацию, и мы могли бы рассчитывать на компенсацию ущерба по линии МЧС. Такой возможности у нас нет, потому что критерии не позволяли нам объявить ЧС. Но при этом есть пострадавшие, абсолютно точно, это видно визуально. По этой ситуации жители Верхних Ачелуков обратились к главе с просьбой помочь. Глава откликнулся. Перед главой администрации Малгобекского района и министром строительства и ЖКХ Ингушетии поставлена задача в короткие сроки решить проблему жителя. Махмуд Али Калиматов заострил внимание на двух моментах. В список не должны попасть люди, которые не пострадали. Первостепенно оказать помощь сиротам и многодетным семьям. Я даже удивлен был, так как глава района все эти дворы будут обойдены в течение 2, максимум 3 дней. Составлено все полностью. Ардак еще, 6 хади еще до хади, сагоши фусундас, коундас, хади должен, цимати аналогии. Шифрили, ардак, хастин были, чтобы они быстро взяли, все сделали. А тем, кому действительно некому будет выполнить работу, поможет Минстрой. В Малгобекском районе сильнее всего пострадали жители Верхних Ачелуков. Более сотни заявлений. Около 10 домовладений полностью остались без крыши. Помощь будет оказываться не финансово. Все необходимые стройматериалы будут куплены властями подотчетно. А тем, кто уже приобрел кровлю в долг, также помогут. Всем этим займется спецкомиссия. Прям суббота, воскресенье, некое 20, катеха сбол тачат бака, ценаха, но услуги должен метик, хайяр пачаус о хайки. Соктон جميع شو مس ها شاشة دكمنتش كي تغيرت دك سوكتون لا تجت من باستياني هذا شحال أوشر ما أكل دنيا سحمن أصلا بيننا خم واسطة تسلاش كي بركل الله ورسنا هني ديال رياس خل مثلا ده شان يعني غلبا رزق كوين سنة ديال رياس خل لا قن كلمات حدير ما يحم تكوندين مداس يا خن مداس ها شري بروبلم جوز متو خيد يشخين وهل بتو مو حق مخو تير تكون أقوى لي متو أوشر ما يحم تكون هردين داس حلقم تكون وبشي سك بارك بينوازي عكن وغش بين وغش أوشر خود حكم حاب يحتاج خود حاجات قوق حاج بيات أبوه بيش دياريات والله خان نوقش ضد أنت قارتكم ده مغلنا أخشات материал حمق بغلو بيت بيت أبغى أفتونيش. Жителям выдали акты визуального осмотра. Ситуация находится на личном контроле главы Ингушетии. Работы будут начаты в ближайшее время. Зелимхан Калоев, Хас Магомед Майсигов, Новости 24.